И еще одна важная инструмент, который мы сейчас запускаем, это особенно для поддержки молодых ученых. Вот уже почти 1000 с лишним грантов выдали мы «Жас Халым» для молодых ученых. 3-летняя программа грантовая. 500 тысяч тенге в месяц дополнительно получает в течение 3 лет молодой ученый, если он этот грант выиграет, для того, чтобы создать свой научный задел, встать на ноги, как мы говорим. Не ударяться там, не уходить из науки, потому что на начальном этапе это самый критический тяжелый этап. Запускаем программы постдокторантуры, чтобы вот он докторантуру закончил, пошел преподавать или там наукой заниматься. Зарплаты пока маленькие, и вот этот момент тяжелый самый. Год, 2, 3 может уйти с науки. И мы теряем очень много ученых молодых. Также мы сейчас очень активно запускаем программы жилья. И вот нашумело буквально, мы как пробный камень попробовали, в законопроекте о науке заложили отдельные механизмы социальной поддержки ученых наших. У нас прямо 1000 заявок, мы сами не ожидали, честно сказать, очень хорошо зашло. Это впервые, когда мы полноценно предоставляем возможность получения жилья на льготных условиях, абсолютно самых там, базовых, самых сильных для нашим молодым ученым. Поэтому со следующего года, это вообще вернее, с этого уже года, мы уже системно запустим это, в законопроекте у нас заложены эти механизмы. Поэтому сейчас для нас очень важно убрать от ученого все лишнее, заботы вот о жилье, вот эти все, например, там сейчас прорабатываем механизмы госзакупок, чтобы вот ученый должен не думать, как говорится, бытие определяет сознание, об вот этих всех бытовых вещах, он должен фокусироваться на науке. И я бы вот, используя нашу площадку, обратился к нашим еще раз ученым, все-таки наука сейчас это коллаборация в первую очередь, это коллективы, это работа в команде, это сильная коммуникация, это соучастие и умение вот, формировать команды, умение четко ставить задачи, распределять эти задачи – одно из важнейших сейчас условий работы любого ученого. Над этими навыками мы тоже будем работать.